Добрый вечер. Сегодня 27 мая, пятница, 820-й день аннексии Крыма. Время новостей. Надежда Савченко выступает за создание Международного комитета по освобождению оккупированных территорий и политзаключенных. В этом ей помогут мировые лидеры, с которыми она за последние 2 года познакомилась в переписке. В свой первый рабочий день в Верховной Раде депутат пообещала повесить на трибуну новый плакат. На нем будут фотографии украинских политзаключенных с требованием вернуть героев. Среди них Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегрменджи, Ферат Сайфуллаев, Абдуришит Джапаров, Хайсер Джемилев и Юрий Примов. Війною, як говориться, треба було Крим не віддавати. От був певний період, коли нам треба було йти і захищати нашу землю. Ми його пропустили. Тому я пішла захищати Донбас, тому що не встигла піти в Крим. Але це теж історія довга. Як повертати? Я відчувала, що може бути Третя світова війна. І у мене, на жаль, це погане передчуття ще не закінчилося. Якщо буде Третя світова війна, то Крим повернеться. Якщо не Третьою світовою війною, то Крим, напевно, повернеться так само якоюсь роботою над міжнародним правом і достукавшись до людей, що вони зробили помилку. Родные и друзья крымско-татарского активиста Ирвина Ибрагимова, похищенного ночью 24 мая, самостоятельно организовали его поиски и поиски возможных свидетелей произошедшего. По Бахчисараю в соцсетях появились листовки с описанием случившегося. Кроме того, сегодня перед зданием управления МВД Бахчисарая собрались несколько десятков крымских татар, требовавших найти Ирвина Ибрагимова. В пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму сообщили, что возбудили уголовное дело. Оккупированные власти Крыма начали поиск лишь на 3-й день после похищения крымско-татарского активиста. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз просит соотечественников воздержаться от развлекательных мероприятий, пока не выпустят Ирвина Ибрагимова. Об этом он заявил во время заседания подвластного Кремлю Крымского суда. Сегодня в очередной раз не удовлетворили апелляционную жалобу адвокатов Чийгоза. Они просили отменить решение о его аресте до 22 июля. Также Ахтем Чийгоз обратился к мировым лидерам из застенков ФСБ. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз находится в заключении уже 483 дня. Он считает, что ответственность за случившееся с украинским народом и крымскими татарами лежит на мировых лидерах. Им под силу остановить этот ужас. Вот уже 2 года, как против нашего народа проводится гибридный геноцид. Незаконные аресты, обыски, суды, похищение людей и их смерть. Репрессивные методы против права на свободу слова, мыслить, свободно говорить и жить на своей родине и быть полноправными хозяевами на своей земле. Быть безразличным или просто сочувствовать, думать о своем благополучии и безопасности ничем не отличается от тех, кто сегодня издевается над моим народом. Остановить этот ужас в ваших силах. Не дайте вновь пережить нашему народу страшный кошмар прошлого в новой, изощренной форме. Если у человека подавить чувство чести, достоинства и свободы, это уже не человек. Ахтем Чийгоз. Детей заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвали в Крымское управление ФСБ. 12 мая против Умерова было возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме. Ему вручили подписку о невыезде и о неразглашении материалов уголовного дела. В Крыму работники ФСБ решили пообщаться со школьниками. В Феодосийском регионе в школе села Ближние силовики провели беседы с учениками 9-го крымско-татарского класса и их родителями. Как нам известно, опрашивали только мальчиков. Утром собрались, и он по одному ученику с родителем вместе приглашал в кабинет директора. И был еще психолог школьный. Задавались вопросы. Встречали ли дети с такими выражениями, как аннексия, оккупация, ватник? Задавался вопрос по поводу георгиевской ленточки. Когда вы ее одели, когда вы сняли, при каких обстоятельствах, условиях, сняли ли вы по просьбе чьей-то или вы сняли сами. Родители детей были очень возмущены тем, что опрашивали детей, мальчиков только 9 класса татарского. Почему именно их детей? Почему таким образом? Они были испуганы, родители возмущались очень сильно. Почему, на каком основании собрали только крымских татар?
На что сотрудник ФСБ ответил, что мы еще и будем продолжать мероприятия. Данные мероприятия в этой школе еще не закончились. Будет продолжение. Значит, по георгиевским лентам. Инцидент в школе номер 15 он был такой незначительный. Заведующая школы пришла в крымско-татарские классы, когда были мероприятия с георгиевскими ленточками. И когда, увидев детей наших крымско-татарских классов, обратила внимание, что у них нету георгиевских ленточек. Тогда она собрала с этих же детей наших по 10 рублей, пошла, купила эти георгиевские ленточки, начала на них одевать. Попасть в российскую тюрьму может любой, кто активно выражает проукраинскую позицию. Примером тому является суд в Крыму над жителем Киевской области Андреем Коломийцем. В мае 2015-го он был задержан в Кабардино-Балкарии якобы за хранение наркотиков. После его доставили в Крым и обвинили в покушении на убийство сотрудников Беркута на Майдане, не имея доказательств. Крымская правозащитная группа обращается к властям Украины и европейских стран, поскольку такая практика может привести к новым арестам украинских граждан в России. Человек может попасть под этот каток политически мотивированного уголовного преследования, является так называемая позиция Поклонская о том, чтобы защитить пострадавших сотрудников Беркута на Майдане. Дело открыто на основании того, что якобы имеется 49 пострадавших сотрудников Беркута, причем в основном все базируется на их же личных показаниях, причем эти показания они давали уже спустя полгода, спустя год событий на Майдане. Коломеец пояснял мне, что вот эти все показания он дал под пытками. Когда его посадили в автомобиль полиции, до этого на него были одеты наручники, на голову одели целлофановый пакет, непрозрачный. В таком состоянии он был доставлен в помещение полиции, какое он не может сказать, потому что, естественно, он ничего не видел. Вот. И непосредственно вот в этом служебном помещении ноги его также были скованы наручниками, руки привязаны к креслу. Путем больших скрепок к большому пальцу и с использованием, значит, проводов он был подключен к сети питания. И были пропущены, значит, заряды электрического тока. «Дают жизнь». Сегодня в Киеве в Исламском культурном центре прошла акция по добровольной сдаче крови. В ней приняли участие военные из зоны АТО, женщины и молодежь. Такая акция проходит несколько раз в год. Подробнее в нашем сюжете. 2 года на востоке Донецкой области он защищает Украину. Сегодня пришел спасать жизнь людей, отдав собственную кровь. Михаилу 26, он из Николаевской области. Прийшов підтримати товаришів. І, взагалі, здача крові – це дуже корисно. Саме головне, щоб люди, допомогти людям. Комусь вона потрібна і треба здати. Вообще первый раз здесь. Я еще не сдавал кровь ни разу. И приближается священный месяц Рамадан. Нужно побольше делать благих дел. И в Украине как бы сейчас такая ситуация очень сложная. Просто это благое дело. Сначала измеряют давление, потом берут из пальца анализ крови. Вся процедура длится около 10 минут. А перед этим можно есть исключительно постные блюда, говорит Марина. Вставать пришлось рано, приехала с детьми. Я рассказывала дочке, что сегодня такая акция, что кровь сдают. Кровь больным деткам идет, может, солдатам, которые воюют. Надо помогать, говорю всем. Даже если не финансово, можно и по-другому помочь. Я не первый раз хожу. У меня первая минус кровь. Она практически всем подходит. Так что, когда нужно, позвонили, есть возможность, прихожу. Акцию Исламского культурного центра поддержали несколько десятков верующих. На данный момент уже покрыли потребность на сегодняшний день нескольких пациентов. То есть я думаю, что до конца дня еще будет
намного больше. И сам командир полка и тоже другие офицеры, командиры пришли, тоже сдали лично кровь, поэтому мне очень приятно, что мои сослуживцы поддержали эту акцию. Допомогти тим, хто потребує саме донорської крові. Справа в тому, що в нашій країні є нестача. Ми бажали зробити цю акцію до початку священного місяця, тому що під час Рамадана мусульмани дотримуються посту, вони не п'ють протягом дня, не вживають їжі. І людина, що бажає стати донором під час Рамадану, і буде важко це зробити. Тому ми намагалися зробити це до настання священного місяця. После завершения акции всех пригласили к столу. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Донорская кровь срочно необходима крымчанке Севиль Решатовой. В результате ДТП она получила повреждения внутренних органов и сотрясение мозга. Сейчас она находится в Белогорской больнице в тяжелом состоянии. У Севиль 2 маленьких детей. Просьба всех неравнодушных позвонить на номер, который вы видите на экране. Второй день фестиваля «Интермеццо» в Виннице. В этом году его основная тема – история Крыма и крымских татар. Днем мастер-классы и литературные чтения, вечером кинопоказы. Детали расскажут наши корреспонденты. Это фасад одной из библиотек Винницы. Сегодня его полностью приукрасили в крымско-татарские узоры. Рисует орнаменты под руководством известного художника-керамиста Рустема Скибина. Благодаря этому проекту «Стэшка» и этой агенции «Артполе» состоялся этот мурал на этой библиотеке. Мы обратились к теме работ Михаила Коцюбинского, к его периоду, который писал на Крыме, под минаретами. Мы постарались, как художники, воплотить это и визуализировать в пространстве. И библиотека, и сама тема, и памятник напротив Михаила Коцюбинского – это все связано с этой темой. Подбали на фестивалі «Інтермеццо» і про кіноманів. Облаштували кінотеатр під відкритим небом. Показують фільм Олександра Муратова «Татарський триптих». Кіно зняли ще у 2004 році, але сьогодні вперше його показують мовою оригіналу – кримсько-татарською. Раніше дублювали українською та російською. У глядачів буде можливість відчути повнометражний фільм лише кримсько-татарською мовою, але для розуміння будуть українські субтитри. Богдан на показ пришел вместе с девушкой. Парень учится на филолога и интересуется крымско-татарской культурой. Кресел в обустроенном кинозале им не хватило, поэтому обосновались на бордюрах. Мені дуже подобається фільм, і з мовою проблем немає. Я, наприклад, чую, яка вона гарна, і заслухаюся, і навіть забуваю читати субтитри. До такого доходить навіть. Мені дуже подобається. Среди зрителей и ведущая телеканала АТР Гульнара Абдулаева. В фильме снимались ее друзья, актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев и певица Эльзара Баталова. Приятно удивили организаторы фестиваля, потому что сегодня я впервые на языке оригинала увидела этот фильм. Я несколько раз его смотрела, знаю практически наизусть, но сегодня было очень приятно здесь, в Украине, в Виннице, слышать крымско-татарскую речь. Конечно же, впечатления у меня в этом фильме положительные, потому что я вижу здесь на экране и знакомые лица, это и актеры крымско-татарского театра, и в первую очередь мои хорошие близкие друзья. Это талантливая певица Эльзара Баталова. Это замечательный, талантливый, я считаю, что один из лучших режиссеров Украины и вообще, я надеюсь, что даже Европа, Ахтем Сейтаблаев. Завтра зрители смогут посмотреть фильм «Хайтарма» Ахтема Сейтаблаева и фильм «Крым» режиссера Ксении Жерноклей. Для малышей подготовили спектакль «Большое ухо» по мотивам крымско-татарских сказок. Закроет кинопоказ фестиваля документальный фильм «Крым. Как это было». Наталка Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР. На этом все. Хороших выходных и будьте с нами.